Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Эпидситуация в районах Якутии усложняется. АСН Николаев обозначил первоочередные задачи для глав улусов региона. В Хангаласском районе проходит ежегодная акция «Безопасный лед». Сколько нарушителей выявили в ходе рейдов. А в Мегино-Кангаласском районе стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости». Кто первым вызвался помочь детям, заболевшим коронавирусом? АСН Николаев обозначил задачи главам районов Якутии. Совещание по эпидситуации в регионе сегодня прошло в режиме видеоконференц-связи. По состоянию на сегодня новые случаи COVID-19 выявлены в 23 районах республики. Если за последнюю неделю ситуация по Якутску начинает постепенно стабилизироваться, то в районах наблюдается рост заболеваемости. Вместе с тем в городах и районах республики количество тяжелых больных не снижается. В настоящее время 116 пациентов находятся в реанимации. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека. АСН Николаев отметил, что от слаженного действия глав муниципальных образований зависит стабилизация ситуации на местах и эффективность принимаемых оперштабом мер по борьбе с COVID-19. Регионам помогут с покупкой машин скорой помощи. Михаил Мишустин заявил о том, что скоро подпишет соответствующее распоряжение. К примеру, как стало известно, Краснодарскому краю дополнительные средства направят в размере 204 миллионов рублей. Вопрос с поддержкой других регионов тоже будет решен в скором времени. Региону необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом. Министерство уже готовит необходимые решения. В ближайшее время подпишу распоряжение об использовании федерального финансирования следующего года уже в этом году, что позволит регионам оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников. Помимо этого, глава правительства призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом. А главный санитарный врач страны Анна Попова призвала ужесточить меры по контролю за соблюдением мер против COVID-19. Тем временем в Якутске запустили цех по производству медицинских масок. В день там будут выпускать до 20 тысяч штук. Процесс полностью автоматизирован. Резиденты технопарка Якутии, компания «Стандарт-14» сообщают, что в цехе соблюдаются все требования безопасности, предъявляемые к производству. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Станок производит до 100 изделий в минуту. Защитные маски состоят из 3 слоев. Средний, самый важный, фильтрующий слой, защищен с 2 сторон водоотталкивающими материалами. После изготовления основной части, так называемого тела маски, на другом станке к нему припаиваются крепления. В конце готовое изделие проходит осмотр и тест на прочность. Нужно соблюдать, главное, чтобы воздух не слишком горячий, чтобы тепла не было, либо влажности в этих сохраняется, и чтобы чисто было, санитарная норма отвечала. За одну смену здесь производится до 20 тысяч масок. По словам директора технопарка, собственное производство защитных масок в республике поспособствует снижению цен и повышению их качества. Если свое производство в Якутске, то снабжение будет лучшим, качественнее и по дешевым ценам. Востребованность в том, что здесь снижает скорость поставки этих масок, оборудования этого. И она закрывает нужды наших жителей Якутии, наших районов и компаний. Маски, произведенные здесь, будут распространяться по магазинам и аптекам города Якутска. На данном этапе цех должен обеспечить до 30% от общего объема необходимых Якутии медицинских масок. Впоследствии компания планирует увеличить производство, соответственно увеличить и количество производимых масок. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Вновь распахнула свои двери для учеников детская школа искусств в Алекминске. До этого занятия велись только дистанционно. В каких условиях обучают детей в Алекминском районе? Материал Елены Фаст. С большим нетерпением ожидали открытия школы искусств и дети, и педагоги. Период дистанционной работы затянулся. Весной с первых дней коллектив начал искать варианты, рассказывает директор школы.
Искали разные варианты, платформы. Платформы, к сожалению, все в основном они для общеобразовательных школ. Для нас, для школ искусств, для музыкальных школ, к сожалению, естественно, ничего подобного не было разработано заранее. И мы стали искать пути решения как бы самостоятельно. Кто-то из преподавателей стал работать через Zoom, кто-то через WhatsApp. Работа в очном формате потребовала внести много изменений. В школе действует 2 входа, термометрия. Тем не менее, это намного эффективнее, ведь передать с любой платформы звук, движение в точности практически нереально. Когда дистанционно показываешь, это, во-первых, маленький экран, дети тебя не полностью видят, не четко, и они уже выполняют все движения так, как они понимают. И переводят еще движения, например, не зеркально, а делают, я, например, делаю с правой ноги, они делают с левой ноги, да. Еще проблемы у нас такие встречались, то, что когда мы работали в основном через Zoom, это как получается прямой эфир, да, в настоящее время, дети, музыку слушают всегда с опозданием, счет с опозданием. Если я им говорю, например, раз, через некоторое время только доходит счет, и получается, как будто они делают не музыкально. Каждый педагог выбирал для себя наиболее приемлемый вариант. И хотя не просто пришлось обеим сторонам, результаты по итогам года порадовали. По итогам итоговой аттестации в конце 4-й четверти я убедилась в том, что наши преподаватели, наши дети, они достойно прошли эти испытания, они справились с поставленными задачами. Наконец-то в стенах школы вновь зазвучала музыка, слышны голоса. В классе живописи ребята смешивают краски. Осторожно ложится краска на белый лист, рождаются узоры. Как же всего этого не хватало, улыбаются все. Дети довольны, преподаватели просто вообще в восторге, они этого очень-очень долго ждали. И, конечно же, вот сейчас, не знаю, как будет правильно или неправильно это сказать, но они как голодные накинулись на наших детей, то есть соскучились и пытаются все, что было где-то упущено, где-то не дано, все сейчас им додать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Паром через реку Лену недалеко от Якутска будет ходить как минимум еще 3 дня. ПАО «Лорб» сообщает, что грузовые перевозки через Лену по маршруту Жатай-Тихтюр-Жатай в сопровождении ледокола продлены до 27 ноября включительно. Отмечается, что ледовая обстановка на реке позволяет продолжать безопасную работу экипажей в сложных условиях. А в Хангаласском улусе сотрудники ГИМС, МВД и административная комиссия начали патрулировать территорию реки Лены в рамках ежегодной акции «Безопасный лед». Сколько протоколов о выезде на несанкционированные переправы уже составлено, узнавала Виолетта Засимова. Первый этап межведомственной акции «Безопасный лед» продлится с 23 по 29 ноября. В этот период, помимо проведения профилактических бесед и лекций на тему безопасного пребывания на льду, сотрудники ГИМС совместно с ГИБДД и административной комиссией выходят в рейды по соблюдению запрета выезда автотранспорта на лед. Нарушителям запрета грозит административный штраф без предупреждения. Для обычных граждан от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Протоколов было составлено в прошлом году 10. Оштрафованы на 30 тысяч. И в этом году уже составлено 9 протоколов. 10 протоколов составлено, 9 рассмотрено, а 1 протокол мы рассмотрим завтра, буквально на заседании административной комиссии. Ледостав на реке Лени в этом году проходит с задержкой. Все из-за аномально теплого ноября. Сотрудники ГИМС регулярно измеряют толщину льда. Сейчас возле берега она составляет 25-30 сантиметров. Где-то в середине реки, при измерении реки Лена, буквально вчера измеряли практически 15-17 сантиметров. Это тоже зависит от наших погодных условий. Снег идет, тепло, поэтому сильно не замерзает. Ну и, конечно, прибывает вода, выступает наледь, поэтому в связи с этим тоже лед не нарастает.
Что касается ледовых переправ, то в этом году должны открыться 4 переправы муниципального значения. Покровск 1 Жимкон, Покровск 2 Жимкон, Махсагалох Качикаце и Булгуняхтах Тайон Ары. Подготовка к их обустройству уже началась. Первой в конце декабря планируют открыть переправу Махсагалох Качикаце. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. На протяжении 20 лет Аруджали Гардашов занимается крестьянским хозяйством в селе Чепчелган Амгинского района. Сейчас у фермера 300 голов скота, из которых более 100 дойных коров. Каждый день ферма сдает по 800 литров молока. Аруджали – победитель и участник многих конкурсов по ведению крестьянского хозяйства. Огромную поддержку ему оказывают близкие и дети. В этом году Гардашов выиграл грант «Семейный фермер», по которому начал строительство еще одного коровника на 100 голов. Также в этом году Аруджали начал заниматься разведением коз. Как говорит фермер, козы ценятся прежде всего из-за своего молока, которое считается очень полезным. Сено нынче за счет погодных условий не могли так. У нас в Амгинском улусе не было так сена. Ну, мало, немного, приготовили немножко где-то 100 тонн. А остальные вот в Хангаласском улусе уже выкупили, уже договор заключили. Оттуда будем, когда дорога откроется. А в этом году я решил, чтобы разводить их. Вот 6 самки коза и одна вот козел. Купил его 7 штук, 7 голов. И будем держать его, посмотрим как. В Мегино-Кангаласском районе в рамках недели молодежи дан старт акции «Коробка храбрости». Акция действует до конца ноября. Желающие могут принести игрушки, книги, канцтовары в районную администрацию. Собранные подарки будут переданы детям, которые лечатся от коронавирусной инфекции. Жители района с радостью и большим желанием подключились к данной акции. Первыми участниками стали работники транспортного техникума поселка Нижний Бестях. Напомним, на этой неделе по инициативе управления по делам молодежи и семейной политики района проходит неделя молодежи под девизом «Стань частью добра». Всех призываю участвовать в этой акции. Пусть наши дети растут счастливыми, довольными, веселыми. В рамках этой недели у нас пройдут мероприятия, в связи с пандемией у нас проходят все мероприятия онлайн. Вчерашнюю неделю начали команду развлекательных углов «Карты добрых дел», где нацелены для волонтеров. Они должны каждый день получать задания и, соответственно, выполнять эти задания. Также у нас проводится конкурс «Эссе «Я патриот». Также проводится дистанционно. Участники могут быть от 14 до 35 лет, то есть для молодежи. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя в общественных местах, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь в курсе новостей.